издалека. Мила. Да, меня месье мылькас, бля, это я сзади там прикрепил. Потом, блядь, туда-сюда кидаю. Потом поднял. Тоже ни хрена не получилось. Сейчас уже веревкой закрепил, короче. Да. Нормально. Ледник еще, все. Здравствуйте, товарищ Сергей. Тулан, здорово. Тулан тоже. Мы, Тулан нема. Да. Того и боялся, здесь он этот упадет или нет. На... Когда? Надо тему набрать. Не, зор кидать я мы блядь. Сергей идет. С этими съемками, да, там остановишься, аккумулятор разрядился, еще что там поменяешь. Ну, панянка, пани. Паньяме ще одежик муна. Мыльки, да, джобка, да, мы сейчас едем. Главное, чтобы ничего не потерять, а гуран похорону. Гаскотика. Завтра уже потепление. Завтра потепление, говорю. Днем то там 0, да, 2, да, 1, да. Ну, как раз рыбачить. Да. Руки не замерзнут. Ну, ладно, поедем дальше. Давай. Да, Туран. Все, успокойтесь. Всем привет из Комы, привет от Олега. Смотрите, ребят, очередной выезд, поход у нас весенний поход на вторую избу. Сегодня я взял с собой Тулана, вон он, бездельник наш. Еду груженый, полные сани, всякого хлама везу. В избушке все подробно расскажу, покажу. Вот. Снимать, минимум снимаю на улице, ну где-то примерно 20 градусов на улице. И знаете, разряжается аккумулятор невозможно как быстро. Так что как-нибудь дорогу без съемки буду ехать. Вот это для чего там это еще в избушке. По своим старым следам иду. Еду-то есть. Вот так все выглядит. Надеюсь, ничего не потерял. Хотя хорошо, что за мной ехали два рыбака. И знаете, дорога неровная. Меня так трясло, что в одном месте у меня подсумок так в багажнике подскочил. И от этого все из подсумка вылетело аккумуляторы. И самое главное, я, ребят, не заметил, как у меня вылетело очки. Они по пути за мной ехали, и они подобрали. Потом догнали меня, короче. Я не увидел их сперва. Тулан, пука. Я не увидел их. Но когда я остановился, они мне крикнули: давай, говорят, очки свои забирай. Вот такие случаи. Хорошо, что они ехали за мной. Погода сегодня, ну, с утра мороз, днем еще холодно будет, а с завтрашнего дня уже потепление. Небольшой корконаста, не скажу, что очень крепкий, может где-то местами будет выдерживать вес человека, но не скажу, что хорошо будет там. Снега немного. Если на лыжах, хорошо ходить, но не пешком. Ладно, ребят, поедем дальше. Вот так все это выглядит, бураница.
старые следы мои. Птиц видел только одну куропатку и несколько рябчиков. Тулан мычит. Сейчас доедем до тайги. С дороги как отъедем в тайгу. Там я его отпущу. И он уже будет бежать за снегоходом. А сейчас я более-менее быстрее еду. И знаете, вот этот снег, как наждачка. Он лапы поранит. Вот такие дела. Ладно, ребят, давайте. Приятного вам просмотра. Посмотрим, какой поход будет. Переночуем в избе, а там видно будет, что и как. Чолан заракарка, блин, вовым наконец-то. Тажен лактын. Төрет лактын. Ну что, ребят, доехали. Сегодня здесь я не один. Тут у меня гости, рыбак. Гости, рыбак. Приехал он на мотособаке. Прошлый раз он тоже здесь был. Такая мотособака. Гусеницы, я не знаю, 50 или 60 сантиметров. Самое главное, доехали. Сейчас буду выгружаться, чай попью. И посмотрим. Все, такие. Чолом зарагарка. Лежу не жаптина. А. Да, Джуляника. Лявата шална. Тепло в избушка. На. Вот, ребят, пью чай. Сегодня первый раз так попал, что у меня в избе тепло. Хороший знакомый, одноклассник приехал. Тоже гуляет на мотособаке. Не сидится ему дома. А, Василий. Да. Сейчас я буду выгружаться. Сейчас быстро чай попью. Вспотел. Короче, ехал. Бураница там держит, а здесь уже попроще, когда ехал. Короче, такая распутица. Начало того, то и, ну, как сказать, начало распутицы. Снег то держит, то нет. Не полностью
промок. Верхний слой только вот немножко. Из-за этого буран так потихоньку. Манька Коля вчера мне говорил, мы, говорит, начали ехать и не смогли по целине вообще заехать. А гусеница, я сегодня посмотрел, да вот такой ширины. Жакислен. Буран. Снегоход какой-то. Короче, с 2 лыжами. А, ну, от силы, наверное, 30 сантиметров гусеницы. И тонет, не едет. Сегодня тоже Дёлю Каяс поехали. Но вместе мы поднялись. Они туда, выше. Да. Выше поехали. Сейчас чай попью и выгружаться. Надо завтра приготовить что-нибудь. На улице уже облачно становится. Пасмурно. Ветер немножко. Ладно. Остался проварил. Ладно. Ну где? Ну, постой. Куди? Що ми там? Ну, це ти. Куди? Дай його на мене з'їздити. Мужчишка еще. Жарит, наверное, тут. Гулять, ну. Leda burada boş dışarı. Aşağı.
Chicken gully. Bakit dami. Знаете, да? Ah, Знаете? да. Я не собственно там всем там не надо. Roltanta başlığını. Roltanta müşen gideceğim ondan. Kokni de. Ah, Kokni de. на завтрак приготовлю котлеты. В прошлый раз котлеты дома жарили, а сегодня здесь буду жарить. Растительное масло вот так еще замерзло. Срок годности из кашкады же коль. Как повидло. Просто 7 штук. Так все выглядит. Так, сегодня взял вот такой чай. Еще не пробовал. До 26-го года. Разовый. Туланганейта. В термосе кипяток. Сахарный песок. Это придется оставить в запас. Консервы. Тушонка, свинина. Вони а чим вийшли? Світофорочні були яйця. Кировські КТІ. Нормально, так вкусно. Газеты. Газеты пригодятся. Хлеба 2 буханки, как всегда, много взял. Пускай будет. Картошку. Вечером суп можно сварить. Может, и второй мешок еще там. Разгрузить. Разгружать. Выгружать. Совок. Давно уже хотел привезти. 2 совка покупал. Поим баштан совакна. Это неделяник. Что? Для съемки все дела. Радио. Антенна откола. Нормальная маточка точно. Штанишки. Любим. Медную проволоку еще взял для антенн, не знаю, попробуем тонкой только я. Что-нибудь для собаки. Скотч, чекольный остаток. Это сейчас собаке надо сварить. Таз. Это уже кулинатор. Шапка тоже сюда. Жерлицы навіть бачите. Не знаю. Не годится ли Да. Щирка или щеку буду ловить. Все. Так что сейчас котлеты пожарим, котлеты покушаем, позавтракаем и что-нибудь будем делать.
Мне кажется, полный пока увидимся. Куди? Теперь я иду с Ага. полный еще увидимся. Сьогодні Куба. Чайся. Богослав Черному. Пошел за водой. По старым следам иду. Без лыж. Может, ледобур надо брать. Что-то Васька говорит, там налеги до хрена. Сейчас схожу, посмотрю. Набрал воды. Сейчас надо мне до избы, самое главное, добраться. Потому что тут местами снег не держит. Такая корка наста. И, в общем, внизу каша такая. Не пойми что. Опа. Тулану легко ходить. У него ноша легкая. Вот так. Опа. Такой вот распутиться. Не пешком. На лыжах-то хорошо, но пешком чуть-чуть не держит снег. Чуть-чуть не хватило тепла, чтобы нормальный наст получился. Фу. Но уже комфортно ходить, не надо постоянно одевать лыжи. Когда бывает хороший наст, вообще здорово. Так. Опа. Ой, бля. Видите как? Идешь, идешь и тонешь. Тулан что-то нашел. Вот. Опа. Ой, вода, вода. Кругом вода. Что ты будешь делать? Ну вот. Сейчас долью чайник. Надо скипятить чай. Васька пошел на рыбалку проверять донки. Короче, придет, чтобы горячий чай был. Вот. Котлеты жарятся. Котлеты тоже готовы уже. Ну что, ребят, привез я 2 рулона рубероида. Рубероид. Один рулон у меня пойдет на ремонт крыши вот беседки.
чуть-чуть, может, но весной я это буду показывать, чуть-чуть на сантиметров, хотя бы на 5, может, я спущу эту сторону, потому что слишком пологий. Вот, покруче сделаю крышу, во-первых, потом рубероид постелю. В прошлом году, как я показывал, немножко уже капало там. Дальше привез железную печку, вот она, железная печка и труба. Это у меня пойдет, ну иди, Туран, это у меня пойдет вон туда, на, как сказать, на баню. Я там печку буду менять. Все это я буду весной показывать для вас фильмы. Вот, также такая конструкция. Я еще не пробовал ничего. Хочу попробовать вытащить сушину, если найду. Самое главное найти сушину. И, как вы знаете, у меня нижние венцы гнилые, надо поменять. Нужен ремонт избы. Вот сегодня, в первую очередь, я займусь этим. Поищу сушину, если найду, то буду на буране возить. Я не знаю, примерно 8 штук нам нужен. Это обязательно. Нижние венцы, чтобы бревна поменять. И уже как бы на несколько лет, чтобы все хватило. Чтобы изба дальше стояла у нас. И снимать вам фильмы. Дальше охотиться, рыбачить тут. Одним словом, надо поддерживать. Ремонт нужен. Вот. А в дальнейшем посмотрим. Пока такие планы. Пробуем, что-то получится, нет. Вот. Поднимается ветер. Пасмурно на улице становится. И немножко даже потеплеет, я так думаю. Сейчас я дождусь, когда жарятся котлеты. И уже, как сказать, чайник не буду ждать сейчас. Пусть он на печку оставлю на печи. Вот. Ну, примерно так. Такое начало похода сегодня. Я сегодня не один. Не знаю, Васька думает сегодня обратно уехать или нет. Вчера рыбачил, что-то вообще рыба не клюет, говорит. Настроения, говорит, тоже нету для рыбалки. Возможно, говорит, сегодня я обратно поеду. Ну, посмотрим. Место есть для ночевки, пусть ночует. Мне как-то